Привет! У тебя болит коленный сустав, и ты не знаешь, что с ним делать. А я тебе расскажу, почему на самом деле проблема не в коленном суставе и как найти ту зону, из-за которой болит твой коленный сустав. Смотри видео. Скорее всего, в этом видео ты найдешь причину данных нарушений и узнаешь, как именно в твоем случае полечить коленный сустав. Я Забродин Михаил, врач-травматолог-ортопед, мануальный терапевт, преподаватель, специалист методики PDTR. Поехали! Когда пациент и врач, ты, конечно, вставишь на одной волне. Либо они оба нормальные, либо ненормальные. Но тоже хорошо. Надо искать своих единомышленников. Поехали. Сегодня у нас пациентка боли в правом коленном суставе. Да? Да. Давайте начнем так. Если болит коленный сустав, как и любой другой сустав, и на нем не было прямой травмы, вы его не подворачивали, сюда ничего не прилетало, то высока вероятность, что проблема в другом месте. Это может быть операция на животе. Это могут быть любые травмы на этой же нижней конечности. Это может быть как часть глобальной гипотонии, то есть глобального снижения рефлекса тонуса в мышцах. Не путайте гипотонию и снижение артериального давления. Для этого я тестирую правую конечность. Давите. Сила. Давите. Сила. Давите. Сила. И только эта конечность так себя ведет. Теперь я задаю вопрос. Были ли травмы коленного сустава? Коленного сустава нет. Не было. Кстати, у нас на канале был прекрасный разбор нашего коллеги-остеопата. Вот здесь по ссылочке можно будет зайти, посмотреть. Там мы просто чудесным образом полечили коленный сустав. Возможно, здесь тоже у нас так же получится. Далее. Давите. У нас по паттерну шага коленный сустав, он соотносится с локтевым суставом на противоположной верхней конечности. Потому что когда мы идем, мы выносим ногу вперед, руку вперед. Я стабилизирую локоть, давите, и колено включается. Вау! Да не может быть. Я могу согнуть локоть. Вы видели, пациенты иногда ходят с согнутой рукой. Для чего они это делают? Если будет такая же аналогичная ситуация, здесь включается нога. И возможно такая ситуация, это не у всех так будет. Проблема травматизации локтевого сустава создает проблемы в противоположной нижней конечности. Для чего? Вы замечали, когда человек идет и хромает со свежей травмой, он старается разгрузить. Если здесь проблема в локте, мы стараемся не нагружать руку и не нагружаем эту противоположную конечность. Давите. Сила. Давите. Сила. Слабость. Под определенным углом эта рука не работает. Давайте посмотрим здесь. Сила. Я просто меняю разные вектора и разные пучки тестируемых мышц. Давите, давите. Здесь под любыми углами это работает. Здесь не работает. И здесь есть проблема. Я придавливаю локоть. Давите. Давите. И становится легче. Придавливаю локоть, становится легче. Это место травмы. Почему я придавливаю? Я об этом подробно рассказывал на видео, по ссылочке вот здесь. Посмотрите. Туда. Мне мой режиссер говорит туда, значит туда смотрите. Далее. Индикатор на мышцу. Давите. Это рефлекс. То, как работает нервная система. Это аналогично рефлексу такому. Здесь молоточек растягивает сухожилия, здесь я свою руку растягиваю. Сила. Если сейчас я сделаю какое-то движение относительно этого тела, и оно проблемно для нервной система сразу даст снижение рефлекса. Я постучал вот по бедру, дайте. Она не напрягается. Дайте. Дайте. И это проблема. Если вы хотите выяснить, например, есть ли проблема в коленном суставе, вы можете сделать аналогичное движение. Теперь давайте посмотрим локоть, полечим, и
После этого будем смотреть отдельно суставы на этой конечности. Как ортопед, я бы здесь что предложил? Ну, болит колено, я буду смотреть вот так. Никак иначе. Я назначу рентген, однозначно. Возможно, в каком-то случае я назначу МРТ. В зависимости от того, в какой клинике я сижу и как я захочу, чтобы вы за это заплатили. Давайте честно. На МРТ я найду там какие-то повреждения. Возможно, там будет повреждение мениска. Я это свяжу с тем, что это нужно сделать артроскопию. И если пациент вам доверяется, вы ее сделаете, и у пациента боль не пройдет. Угадайте почему? Давите. Потому что проблема абсолютно, давите, в другом суставе. И таких пациентов, к сожалению, много. И, возможно, каждый из вас найдет свои проблемы вот именно в этом видео. И, пожалуйста, напишите в комментарии, с какими жалобами, какие жалобы у вас есть. И напишите, на какую тему вы хотите видео увидеть, и мы снимем обязательно это видео. И, возможно, у вас возникнет вопрос закономерный. А как же мы лечим колено и проходит? Возможно, у наших коллег. Конечно, проходит. Если мы назначим физиопроцедуру, я сделаю блокаду, массаж, противовоспалительный, хондропротектор, ну и дальше это можно продолжать, здесь уйдет локальное воспаление, боль будет меньше, боль может быть купирована, но колено как не работало, так и не работает. И дальше тогда я вам задаю вопрос, наши коллеги, если вы все полечили хорошо, почему к вам пациент возвращается через год, через 2, через месяц, у него продолжает болеть? Почему частота этих возвратов увеличивается? Почему то лечение, которое помогало 2-3 года назад, не помогает? Возможно, вы скажете, что сустав стареет, но не за 3 года. Это говорит о том, что мы неправильно подходим к лечению. Зачастую нас не учат, к сожалению, вот мануальному мышечному тестированию. И здесь нога не работает, видите, а здесь она работает. И пока она не включится, счастья в этом суставе никогда не будет. Много сказано, лечим. Видите? Для коррекции я использую метод нейрорецепторной терапии. Видите? Очень крутой метод. Я воспроизвожу тот механизм травмы, видите, который возник в момент повреждения. И теперь смотрите, видите, локтевой сустав абсолютно нормально реагирует. Локтевой сустав под этим углом, держите, видите, не выключается. Чудеса. Такие вещи нельзя говорить в нашем видео. Волшебство. Можно? Такие тоже. Потому что когда они появляются, у нас... Сколько вы заплатили? Ну и там все. Пип-пип-пип. Да. А что с коленом? Видите. Видите. И дальше мне останется, конечно, подергать само колено, посмотреть, что здесь можно улучшить, посмотреть, нет ли какого-то влияния ненужного с соседних суставов. Идите с миром. Не уходите. Не-не-не. Я пошутил. Дави. Давите. Вы точно не видели видео с нашим коллегой, еще раз по ссылочке, когда я просил его уйти, он не уходил до последнего, и мы его полноценно полечили. Потому что лечение сейчас пока не закончено. Очень важно, видите, и он был абсолютно прав, и он счастливый ушел, и у него все хорошо. Я нагружаю связки колена, давите, норма, передняя крестообразная, давите, норма. Я кручу колено сюда, давите, слабость. Что происходит? Когда идет внутренняя ротация голени, а это происходит, когда вы идете по ступенькам, у меня колено выключается. Это нужно убрать обязательно. То есть здесь что-то в колено в суставе натягивается. И смотрите, когда голень выполняет внутреннюю ротацию, нервной системе это не нравится. Дайте. Сейчас будет набор каких-то непонятных действий. Закономерный вопрос, который вы задаете. Как долго хватает этого лечения? Или иногда вы пишете, намного такого лечения надолго не хватит.
Но начнем с того, что вы не являетесь специалистом этой методики и, скорее всего, вы не проходили лечение. Поэтому вы не можете делать такие заключения. Но мы можем нашу пациентку пригласить, хотите, через 3 месяца и посмотрим ее. Посмотрим обратную связь и протестируем снова эти мышцы. Давите. Сила. Внутренняя ротация голени. Давите. Сила. Наружная ротация голени. Давите. Давите, давите. Сила. Растяжение внутренних боковых связок. Вот таким способом выполняю. Сила. Растяжение наружных боковых связок. Сгибание и переразгибание коленного сустава. Дайте. Сила. Расслабьте. И такое движение. Дайте. Сила. Колено классно. Но я нагружаю таз. Согните. Согните ножку. И колено выключилось. Лечение пока еще неполноценно, потому что здесь есть слабые места, под которыми колено все равно будет выключаться. Далее. Я смотрю, что в коленном, в области таза, давите, работает неправильно. Лонное сочленение проблемное. Это те ситуации, когда пациенты сидят, скрестив нога за ногу. Когда я нагружаю, нервной системе это не нравится. Здесь будет нестабильность позвоночника при этой ситуации. Здесь, расслабьте, расслабьте. Здесь будет слабость мышц. Дайте, дайте, дайте. Стабилизаторов позвоночника и мышц живота. Давите. И может возникать слабость мышц нижней конечности. Далее смотрите. Дайте, дайте. Сила. Держите. Я нагружаю связки по задней поверхности. Это крестово-подвздошные суставы. Дайте. Сила. Крестово-подвздошные. Расслабьте, расслабьте. Дайте. Сила. Я нагружаю связки позвоночника. Дайте. Это лучше выполнять лежа на животе, но и не будет переворачивать пациентку. Это достаточно. Дайте. Мышцы по-прежнему сильные. Еще тест. Готовы? Да. Будет сильно. Расслабьте, расслабьте. Давите. Давите. Класс? Угу. Супер. Отпускаем? Нет. Нет. Я нагружаю обязательно стопу. Стопу отдельно. Сейчас будет голеностоп. Давите. Сила. Отлично. Голеностоп. То есть я так покручу. Ничего в норме выключаться не должно. Давите. Давите, давите. И нагрузка должна быть, умеренная. В принципе, там 3-4 секунды. Кости голени еще раз. Давите. Давите, давите. Пробуйте, нагружайте. Это ведь еще не все. Не знаю. Все, хорошо? Да, все. Полежали, неудобно. Теперь, нам нужна обратная связь. Что поменялось со стороны коленного сустава? Раз. Стало ли легче? При каких движениях возникает боль, дискомфорт? Можно походить, подвигаться, поприседать. Боль была при ходьбе, при нагрузке на колено. Походите. Да, нет, я прямо сейчас, то есть я раньше ощущала это колено, а сейчас у меня ощущение, что у меня как-то вес распределился на обе ноги. Раньше я чувствовала вес только на одной ноге, а сейчас как-то вот распределение какое-то гармонично, то, что я стою на 2 ногах. Вам нравится? Да, конечно. Непривычно даже. Я бы все-таки, тогда я вас не хочу отпускать. Мне все-таки необходима нагрузка. Покажите. Лучше? Да, конечно. Пройдитесь там 3 метра туда, обратно. И обратно. Супер. Лучше? Я уже забыла, да, такие ощущения. Шикарно, спасибо. Будьте здоровы. Берегите себя. Давайте подведем резюме этого разбора. Действительно, у нас в организме все взаимосвязано. Если у вас болит коленный сустав и там не было травм, высока вероятность, что это проблема абсолютно в другом месте. И у данной пациентки мы увидели основную проблему в локтевом суставе, в противоположной руки, что является по паттерну шага смежными суставами. И далее, полечив локоть, мышцы коленного сустава включились. После нагрузки таза колено выключалось, мы полечили таз. И дальше все суставы, которые находятся на этой конечности, они должны работать безупречно. И только в таком случае ваш сустав проживет максимально долгое количество лет. И
скорее всего, в течение жизни вы не услышите фразу «вам нужно поменять этот сустав». Это мега важно. Если вы просто замазываете боль в том суставе, который у вас болит, болеутоляющими препаратами, я вас поздравляю, скоро вы лишитесь этого сустава, и это лечение будет неэффективно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. На нем очень много полезных видео, которые позволят тебе стать более здоровым. Колокольчик. Если тебе понравился метод, переходи по ссылочке ниже. Мы тебя ждем на обучение к нам. В течение года ты станешь мега крутым специалистом. Всем пока. Забродин Михаил. До новых встреч. Будьте здоровы.